В Коми начали поступать заявления о назначении социальных выплат за первенца. Первое обращение принято в Сыктывкаре. Пакет документов будет рассматриваться в течение месяца. И если решение окажется положительным, молодая семья уже в конце февраля получит только недавно появившуюся меру соцподдержки. Она будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет. Напомним, идею поддержать молодых родителей высказал президент России на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Вот как это было. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им 1,5 лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году, в среднем, конечно, это зависит от региона к региону, 10 523 рубля. В 2019 году 10 836 рублей, в 2020 году 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной, будут учитываться доходы семьи. И думаю, что это справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается. Выплата будет определена в размере прожиточного минимума для детей, как я уже сказал, установленного в субъекте федерации за второй квартал предшествующего году обращения за указанной выплатой. Она будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации также за второй квартал предыдущего года. Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за 3 года 144,5 миллиарда рублей. Также тогда президент предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и высказался за запуск специальной программы ипотечного кредитования семей, у которых родится второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх 6% годовых. Призвал глава государства повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям. Правительству вместе с регионами поручено проработать график реконструкции детских поликлиник. Владимир Путин напомнил, что от качества заботы о детях зависит будущее страны. Татьяна Супряткина о том, как идеи воплощаются в жизнь.